Россия и Сибирь. То, о чем умалчивают учебники истории, в просветительской, научно-популярной программе «Радио Абакан» «Сибирская конкиста». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В Абакане 18 часов 10 минут, четверг, а это значит, что на волнах радио Абакан «Сибирская конкиста». Передача о том, как Московское царство становилось Российской империей. И вот уже четвертую передачу мы говорим о вхождении в состав российского государства, о Хакасии, о тех событиях, которые предшествовали этому, о той кровавой, в общем-то, и очень драматической истории, которая сопутствовала войны кыргызско-русские. Два этапа, собственно, этих войн мы уже рассмотрели, и на сегодня у нас остался последний, завершающий этап серьезной центральноазиатской трагедии. Говорим, как обычно, в составе традиционном. Станислав Удужеков сегодня в студии. Добрый вечер, Станислав. Добрый вечер. И я, Андрей Березин. Но мы говорили о чем? О том, что кыргызы пережили два поколения князей, два этапа войны очень серьезных. И, в общем-то, к концу второго этапа кыргызы добились того, чего хотели. А хотели они, с одной стороны, немало, с другой стороны, в общем-то, довольно немного. Они не хотели быть висачниками, они хотели быть служилыми людьми в составе Московского царства. И, в общем-то, практически цель и задача была достигнута, но почему-то не случилось очень важного вот этого подписания всеобщего соглашения и вхождения кыргызов в состав Московского царства. Почему же не случилось этого вхождения? Вот сейчас мы, наверное, об этом и поговорим. Станислав, я так понимаю, у нас там произошли некоторые недопонимания среди кыргызов и московских служилых людей? Нет, видите, наверное, все-таки здесь, помимо недопонимания, было еще глубокое понимание своих интересов. Мы говорили о том, что было такое мощное государство, как Джунгарское ханство, которое простиралось, практически от Ташкента и до Алтая. Оно подчиняло себе казахов, часть узбеков, часть нынешних киргизов, держало такие оазисы в Восточном Туркестане. Вот сейчас популярный, знаете, город такой Кашгар, Урумчи для российских туристов и бизнесменов. То есть самые разные области огромного территориального охвата. Последний этап истории Джунгарии посвящен фильм «Кочевник», да, становление казахского народа, вот мы помним его. Кыргызские земли, они входили надежно в состав джунгарских. И джунгары договаривались о судьбе кыргызов, прежде всего, конечно, напрямую с Московским царством, с Россией. Судьба киргизов могла сложиться двояко. Московские правители попросили об услуге. Мы, говорит, окажем вам там помощь, здесь мы не будем реагировать. Вы, пожалуйста, уберите, вот если можно, кыргызов из кыргызской земли. И джунгары пошли им навстречу. Поэтому есть мнение, что джунгары были намерены пойти на депортацию кыргызов. То есть на такой компромисс с Москвой. Да. Депортировать кыргызов, ликвидировать, собственно говоря, кыргызскую землицу, да, и отдать уже пустующие территории, собственно говоря, русским. Да, упростить границы, пойти тут навстречу. Замысел такой был. Мы не знаем точно, был ли он реализован. Реализован-то он, в конце концов, был, я так понимаю. Насколько, правда, это был замысел, и насколько здесь историческая случайность сыграла роль? Просьбы были, намерения были высказаны. Произошло то, что произошло. В результате ли этих предварительных договоренностей или нет, мы не знаем. Точка зрения в 18 веке уже сразу появилась, что это по договоренности России и Джунгарии. Кыргызы просто как разменная монета были использованы и отведены в Джунгарию на службу джунгарскому хану. И, в общем-то, вот таким образом Минусинская котловина была свободна от своих насельников, которые там жили от 2 до 1000 лет, и тем самым ситуация упростилась. Были оказаны друг другу взаимные дипломатические услуги. Кыргызы здесь, по сути дела, не выступали как самостоятельные игроки. И если это так, то тогда для них все сложилось очень трагично. То есть они ушли с мест своего старого обитания. Мы знаем, что тут просто насыщена была жизнь их поступками, названиями их родов, их местностей. Ну, в общем-то, они вот так ярко достаточно завершили свое обитание в Сибири. Ну, фактически-то получилось так, что кыргызы исчезли же с исторической карты. Как бы этнический компонент, оставшийся очень незначительный. Мы говорим о енисейских кыргызах сейчас. Ну, естественно, мы о них и говорим. По поводу незначительности. Есть разные методики подсчетов. Некоторые говорят, что было выведено 2/3. Некоторые говорят, да не так уж и много было выведено. И некоторым удалось вернуться назад. Дело здесь, знаете, в уникальности обстоятельств. Кыргызы присутствовали во всех хакасских таких субэтнических группах, и у качинцев, и у сагайцев, и у кызыльцев, да, в качестве все равно таких вот определяющих родов. Присутствовали они так вот, наверное, еще 100 лет назад приблизительно. Самые богатые баи, самые активные такие деятели административные. Если пользоваться терминологией Гумилева, то, собственно, максимально пассионарная часть хакасского населения являлись при
прямыми потомками кыргызов. Мне бы сейчас хотелось перейти к событийному ряду. Каков он, и потом уже последствия рассмотреть. Внешне вот он по донесениям выглядит, наверное, так, что из года в год происходят стычки, столкновения. Даже, знаете, к началу 18 века наметилась такая у кыргызов некоторая уверенность. Они отработали тактику, противостояли русским вооруженным силам. У русских, между тем, особо ничего за 100 лет вот таких прорывов территориальных, каких-то оригинальных таких вот тактических решений не выработалось. То есть... В общем-то, по большому счету, война велась с таким явным перевесом кыргызов. Выбить русских они с сибирских земель уже не могли, но и продвижение русских на кыргызские территории тоже мы не наблюдаем фактического, верно? А более того, военных успехов русских мы тоже не видим. То есть выигранных каких-то крупных сражений, каких-то стратегических пунктов захваченных мы тоже не видим. Но здесь же, смотрите, война-то ведется кыргызами, то есть народом относительно малочисленным, 25 тысяч населения, это не так уж, конечно, мало, но тем не менее. А пополнение кыргызской армии идет за счет естественного воспроизводства, так ведь? Да, конечно. А пополнение русской армии ведется не столько за счет естественного воспроизводства, сколько за счет притока из европейской части. Численно, естественно, народы неравнозначны. Ресурсы здесь, конечно, несопоставимы. И получается такая интересная вещь. Фактически, выиграв войну, кыргызы проиграли ее полностью. Выиграв битвы, кыргызы проиграли войну. Дело в чем? Дело в том, что ведь они и войну-то фактически выиграли. Они проиграли политически, да? Они проиграли ее именно на поле политическом, на поле договоров, на поле взаимоотношений с соседями и так далее. А вы хотите сказать, вот говоря словами покойного уже Леонида Романовича Козласова, профессора Московского университета, что кыргызы ушли вот с такой политической арены непобежденными? Абсолютно. Я считаю, что действительно непобежденными. То есть, по крайней мере, в военном отношении кыргызы побеждены. А тогда получается, Андрей, видите, что внезапно, вот давайте проверим, был ли фактор внезапности. И действительно так. Вот смотрите, из года в год это все продолжается, и вдруг царь постоянно приказывает смирить кыргыз войною, смирить кыргыз войною. Уже все методы другие были исчерпаны, и особых надежд на мирное сосуществование тоже уже, вероятно, не было. И вдруг, однажды, в 1703 году прискакал кызыльский татарин из современных кызыльцев-то, субэтно-хакасского народа, который сказал, что вся киргизская землица, то есть вся Минусинская котловина, пуста, и в ней никого не осталось, и нет киргизов, и все киргизы ушли к джунгарам. Ему никто не поверил, потому что представить себе, что кыргызы это такой, знаете, самый лучший враг, да, который в течение 100 лет угрожал южносибирским русским поселениям, вдруг куда-то исчезли. Подумали, а что бы подумать? Подумали, что это провокация, что вот опять что-нибудь там учудили и ждут. Были посланы экспедиционные группы, они прошли действительно по опустевшей Хакасии. Они встретили здесь остывшие жилища, там остатки юрт, кострища, брошенные какие-то телеги, таких вот, знаете, заблудившихся животных. Но людей, вот именно киргизов, они здесь не встретили. И это их поразило очень сильно. И это был 1703 год. Это называется в нашей историографии год угона или ухода кыргызов в Джунгарию. Возвращаясь к нашим параллелям с конкистой, то есть с освоением и завоеванием американского континента, очень схожая ситуация с индейскими войнами произошла. Там, правда, не было угона, но тем не менее, то есть выиграв все сражения, выиграв все войны, индейцы, тем не менее, оказались в резервациях и, в общем-то, проиграли свои территории, проиграли их так довольно серьезно. Ну, резервации у них остались, там это считается федеральными землями. Нет, ну сейчас-то, конечно, ситуация поменялась, понятно, там, может быть, индейцы в гораздо более выгодном положении находятся, чем остальное население. А свои природные, как бы, да, вот родовые владения, конечно, они утратили, да, которыми они владели задолго до этого. То есть, смотрите, как интересно получилось. Чирокам предложили осваивать джунгли Флориды, они там все погибли. Каким-то лесным народам отправили их в пустыни, при этом просто уничтожалась и традиционная культура. Здесь произошло нечто подобное, потому что произошел такой вот совершеннейший перелом. Внезапно оказалась эта территория такой опустевшей. Был такой шок некоторого рода у местных жителей и так далее. И сохранились, знаете, очень трогательные легенды на эту тему. Пришли джунгары, погнали хакасское население отсюда, да, и вот они шли, кто-то сбежал, кто-то укрылся в тайге, кто-то укрылся от этого сгона, но якобы каждому во время переходов хакасам приказывалось взять в руки камень и бросить его в такую кучу камней. Это называется оба или ова по-хакасски. Это на перевалах вот стоят такие каменные кучи, еще туда втыкают деревца, украшать это всякими ленточками. Вот такие вот кучи сохранились как раз с этой поры. И про них вот рассказывают такие легенды, что там монголы пересчитывали угоняемое население. Помните, вот как реклама бывшего банка, там такие были, и поднимал он камень
камни, про Тамерлана. Там про Тамерлана, да. Да, про Тамерлана. Ну, это вот нечто подобное есть и в русской сказке. Помните про Былина, про Илья Муромца, там вот Калин царь там говорил, курган мне. В общем, вот это как-то освоено в народном сознании, что здесь жили кыргызы, и они ушли однажды. И это очень печальная такая судьба, потому что потомки этих кыргызов, мы потом об этом, может быть, будем говорить более подробно, сохранились по сей день. Ну, я думаю, что мы поговорим об этом, о потомках кыргызов, может быть, в рамках какой-то другой передачи, да, поскольку это все-таки не входит в формат уже завоевания Сибири. Насколько я помню, события ведь на этом все-таки не заканчиваются. События продолжаются в связи с тем, что часть кыргызов пытается вернуться в котловину. А вы знаете, кыргызы часто уходили в Джунгарию. То есть она для них была укрытием. Они уходили, потому что это были их верховные сюзерены. И кроме того, джунгары сами призывали кыргызов на свою службу. И вот здесь что интересно, что имя-то вот этих енисейских кыргызов было распространено на встреченных потом уже русскими дикокаменных кыргызов, да, то есть это вот так называемые нынешние киргизы, да, которых по-русски называют так. Киргизы-тяньшане, это уроженцы республики Кыргызстан нынешней, и имя киргизов перешло на казахов. Так вот, наши енисейские кыргызы сражались в битвах джунгаров, в том числе сражались с теми кыргызами. Это вот очень любопытно. Но им всегда удавалось вернуться назад, в Хакасию. Поэтому современные некоторые историки считают, что это был не совсем угон, а это просто они однажды ушли, а вернуться им не дали. Их джунгары оставили у себя. Нет, ну здесь я немножко не соглашусь. Почему? Потому что все-таки одно дело, когда идет сбор в военный поход, то есть когда собирается мужское население, скажем так, мобилизационного возраста, и идет куда-то там, пусть на Тяньшань, пусть, я не знаю, в Китай воевать. И другое дело, когда уходит все население. Я не думаю, что в рамках военных походов кыргызы шли вместе с детьми, женами, с котом и всем своим скарбом. Здесь какая-то такая, на мой взгляд, натяжка присутствует. Мне кажется, что действительно произошел... Акция, да, что называется? Такая крупная, крупномасштабная политическая акция с уводом целого этноса с его коренных территорий. Самое-то главное, что потом произошло. Давайте сейчас поговорим о том, что же происходило, когда они пытались вернуться. Те вот казачьи заслоны. А вы знаете, вот есть разные оценки того, скольким процентам удалось вернуться. Видимо, вернулось не так уж и мало, потому что, вот, например, Ачинский острог в очередной раз, по-моему, уже там в третий был сожжен как раз в 1707 году. Киргизы появляются даже в Тубинских уделах, то есть на правом берегу Енисея много позже. Им удавалось возвращаться. Им удавалось возвращаться всю первую половину 18 столетия. При этом в Джунгарии-то они были устроены неплохо. То есть они их разместили, так же, как и алтайцев. Алтайцев тоже сдвинули со своих территорий. Их разместили в ставке Хунтайши, великого князя, то есть имя владыки джунгаров. Они внесли службу при ставке, то есть они были достаточно привилегированными войсками. Ну и главное, видите, джунгары были не дружны между собой, там происходили междоусобицы постоянно. Поэтому, когда иноплеменный элемент охранял владык, это казалось более надежным. Ну, знаете, это вот и швейцарские гвардейцы при французском дворе. Ну, лейб-гвардию очень часто, да, брали откуда-то со стороны. Дикая дивизия или этот чеченский отряд Николая II, вот такие вещи. Но так или иначе удавалось вернуться очень многим. Нет, видите, здесь, смотрите, удавалось вернуться, все-таки тоже момент какой. Здесь надо разделить, как им удавалось вернуться. Им удавалось вернуться с семьями, со скарбом и поселиться на жительство, или им удавалось пробиться через перевалы и немножко здесь побузить в очередной раз. Это же все-таки разные вещи. Для того, чтобы пожечь Ачинский острог, наверное, не нужно приходить с женами и детьми, я так думаю. Даже, скорее всего, это будет вредно. Мне кажется, что все-таки возвраты кыргызов, вот эти вот военные такие какие-то их акции на территории котловины и прилегающих территориях, они скорее были связаны именно такими вот возвращениями в рамках набегов. То есть не для того, чтобы поселиться, а для того, чтобы пойти и напакостить своим давним недругим. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но в целом, почему я так думаю? Потому что ежели бы кыргызы все-таки осели в котловине, а вот это вот нестроение в котловине, оно было бы гораздо более долгое и, может быть, более серьезное и активное. Наверное, вы правы в чем? В том, что до конца существования Джунгарии все-таки такого массового возвращения, наверное, не было. То есть киргизы служили джунгарам, они жили у них, они ушли-то вместе, многие вместе с кыштымами своими, да? Кыштымы как вот жили в Енисейской котловине, так и жили, они обкладывались налогом, их собирали русские и джунгары вплоть до 57 года. 57-го какого 57-го года? В 1757 году Джунгария перестала существовать, то есть через 55-54 года после того, как кыргызы енисейские были выведены с территории Хакасии нынешней в Джунгарию, то есть это в Западную Монголию.
Вот здесь есть удивительная история. 50 лет кыргызы находились в составе вот этого джунгарского объединения. Часть кыргызов, конечно же, осталась в Хакасии, потому что у нас в основном аристократическая верхушка, или, так скажем, байская, или, как ее раньше называли, там, богатая верхушка, родовая знать, которая осталась, она, конечно, была кыргызской. Ну, вот я могу просто назвать, польстить некоторым хакасским фамилиям, там, Коковы, Черковы, Чертыковы, вот. Это кыргызская родовая знать. Они были богаче, они сохраняли власть, потому что русская администрация позволила избирать своих князьков из старой родовой знати. Давайте мы сейчас, может быть, прервемся на небольшую паузу.